Доброе утро, Якутия. Вот и наступило долгожданное лето, во всяком случае, календарное. Точно 1 июня, четверг сегодня у нас. И в студии работает Павел Танин. Это «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Ну, как все мы знаем, сегодня отмечается Международный день защиты детей. И с этим знаменательным днем мы от всей души поздравляем всех, во-первых, юных якутян, а во-вторых, конечно, всех тех, кто связан с воспитанием детей, с заботой о детях и так далее, в том числе родителей, опекунов, бабушек, дедушек, врачей, педиатров, учителей, социальных работников и всех. Традиционно сегодня в нашем эфире покажем нашу рубрику «Устами младенца». Пусть мама придет. Ну и узнаем, какие же праздничные мероприятия будут проводиться сегодня в столице региона. Так, в рамках нашего эфира также у нас будет несколько розыгрышей билетов на культурные мероприятия. Так что оставайтесь вместе с нами, подпишитесь на наш телеграм-канал, который видите, адрес на него на своем экране. Также QR-код можете отсканировать и, собственно, подписаться, следить за новостями. Ну и там же нужно будет принимать участие в розыгрыше, в соответствующих постах, писать свои правильные ответы. В случае, конечно же, если ответ ваш будет правильный и вы дадите его первым, то вы будете побеждать в розыгрыше. Ну а подробнее о том, что будем разыгрывать, как, это мы уже попозже поговорим. Ну а начнем по традиции наш эфир, конечно же, с информации о погоде. По данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В заречной группе от плюс 10 до плюс 13. В южных от 6 до 7 со знаком плюс. В Вилюйской группе 6-7 градусов тепла. В Нижнеленских районах 7 градусов. В западных 7-9. В Колымо-Индигирской группе улусов диапазон разнится от минус 1 до плюс 12. В Янских от минус 2 до плюс 1. На северо-западе от 0 до 6 со знаком плюс. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 10 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер западный, северо-западный 3 метра в секунду. Сегодня днем без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, порывы от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем ожидается в диапазоне от 21 до 23 градусов тепла. Ну и как было сказано ранее, настала пора разыграть первый наш приз, провести первый розыгрыш. А разыгрывать мы будем вот такое замечательное пригласительное на цирковое представление «Веселая арена», которая состоится 12 июня. И условия нашего розыгрыша, как всегда, достаточно просты. Мы зададим вопрос, его продублируем в телеграм-канале «Утро Якутии». QR-код, опять же, напоминаю, можете отсканировать или напрямую по ссылке зайти, если вы руками ее вобьете. Ну или же в телеграме в поисковике написать «Утро Якутии» слитно, и все у вас получится. Тот, кто первый даст правильный ответ, получит вот это, опять напоминаю же, пригласительное цирковое представление «Веселая арена». Ну а вопрос звучит следующим образом. Какой условный сигнал подают друг другу артисты в цирке во время исполнения номера? Вот такой вопрос из цирковой тематики, соответствует непосредственно тому, что разыгрывается. Поэтому еще раз напоминаю, какой условный сигнал подают друг другу артисты в цирке во время исполнения своего номера. Ну а теперь давайте узнаем, какие же праздники, кроме Международного дня защиты детей, сегодня отмечают. Сегодня отмечают Международный день защиты детей, Всемирный день родителей, Всемирный день молока, День Северного флота ВМФ России, День военно-транспортной авиации России, День создания правительственной связи Российской Федерации, День осведомленности о рифах. В этот день по народному календарю проходит народный праздник Семик или Зеленые святки. По народным поверьям, в этот день нельзя грустить, пребывать в унынии, страдать, вспоминать плохое. Все лето может так пройти. Радостное настроение от первого дня лета подарит удачу и достаток. Также нельзя спать до обеда или лежать долго после пробуждения. Чем раньше вы встанете сегодня, тем больше успехов будет этим летом. Это день в истории. В 1725 году в царствовании Екатерины I учрежден орден святого Александра Невского.
В 1779 греческими поселенцами основан Мариуполь. В 1798 в Санкт-Петербурге учрежден Институт Святой Екатерины для благородных девиц. В 1806 в городе Петербурге заложено здание Смольного института, архитектор Джакомо Кваренги. В 1831 английский исследователь Джон Росс открыл Северный магнитный полюс, а в 1862 на всей территории США запрещено рабство. В 1869 американский изобретатель Томас Альва Эдисон получил первый патент на электрический регистратор голосования. В 1922 создана Айротская автономная область в составе Алтайского края, ныне Республика Алтай. В этот же день, в 1922 открыта первая в СССР международная авиалиния Москва-Кёнигсберг. В 1931 заключен контракт между США и СССР об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов. В 1933 году в СССР сформирована Северная военная флотилия с местом базирования Кольский залив. Командующим назначен Захар Закупнев. В 1935 в Англии введен экзамен на получение водительских прав и автомобильные номера. В 1955 утвержден эскизный проект вертолета Ми-6. В 1960 выполнен первый международный рейс из аэропорта Шереметьево. В 1962 в СССР цены на мясо, молоко, масло и яйца повышены на 25-30%. В 1992 Россия стала 165-м членом Международного валютного фонда. В этот день родились: в 1926 году Мэрилин Монро, американская киноактриса, секс-символ 50-х годов прошлого столетия, певица и модель. В 1937 Морган Фриман, американский актер кино и озвучивания, режиссер. В 1955 году родилась Евгения Симонова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР. В 1959 году родилась Надежда Кадышева, советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо», народная артистка России. Именины сегодня отмечают Анастасия, Андрей, Александр, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ипполит, Корней, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, а также Ануфрий, Павел, Дмитрий, Иван, Сергей и Игнатий. От воров, от вора, который пробрался к тебе в дом грабитель. От каких-то незнакомцев. От страха, по-моему. От огня и от спичек. От войны. От бандитов. От хищников. От плохих людей. От опасностей. Когда я нахожусь в интересных местах с мамой, с папой. Вы иногда, может, в магазин, там какие-то, вкусняшек беру. Когда меня мама будет и меня везет в садик. Когда я на самокате катаюсь, и когда я рисую. Чего там? Утром. Потому что я радуюсь солнцем. Утро. Потому что утром можно сделать, можно поработать, можно чуть-чуть поиграть, можно позаниматься. Утро. И еще солнышко светит, и птички поют. Утро. Потому что можно гулять. Утром. Потому что утром можно спать. День. Потому что светло. Дети хотят, чтобы их любили, и еще они ругались. Дети хотят, чтобы о них заботились. Дети хотят, чтобы их любили и целовали даже. Дети любят, когда о ним родители заботятся. Я люблю, когда обо мне заботятся. Любят и обнимают. Ухаживать за ним.
любить, много обниматься и целовать. Ну а прямо сейчас наша постоянная рубрика «Пусть мама придет». И сегодня познакомим вас с братьями 11-летним Артемом и 8-летним Андреем. У мальчиков много увлечений и свои мечты, но главное, что они хотят, это, конечно же, обрести семью. Познакомьтесь, родные братья 11-летний Артем и 8-летний Андрей. Ты же учишься в 4 классе, да? Да. У тебя какие любимые предметы в школе? Математика, физра, музыка. Ты ходишь на самбо, да? Да. А на самбо ты сколько уже времени ходишь? Ну, почти месяц. Младший Андрей – добрый и открытый ребенок. Мне 8 лет, я учусь во 2 классе. Я люблю играть и ходить в тренажерный зал. Тренажерный зал – любимое место Андрея. Здесь тренер развивает его физические данные. Андрей, а есть что-то такое, чему бы ты хотел научиться делать? Есть. А что? Ну, боксировать. Братья по характеру очень спокойные. Артем мальчик очень застенчивый, очень умный, он хорошо учится, очень отзывчивый мальчик. Всегда с охотой помогает и взрослым, и детям, и в школе. Андрей у нас активный, участвует везде, ходит на все секции, на бокс, очень подвижный, очень общительный, любит общаться и со взрослыми, и с детьми. Братья Артем и Андрей – доброжелательные и отзывчивые мальчики. Они любят проводить время вместе, всегда поддерживают друг друга, и было бы очень хорошо, обрети они семью. Мы набираем обороты первого летнего дня, и самое время сейчас нам прерваться на короткую паузу. Вы за это время можете, кстати, позавтракать. К слову, не знаете, чем позавтракать, всегда на помощь придут яйца куриные, тем более, если это яйца от якутской птицефабрики, которая с 1969 года свою продукцию реализует вообще во всех своих филиалах по городу Якутску, да и по республике в целом. Ну а сейчас короткая пауза. Доброе утро, Якутия. Сейчас новостной блок. С сегодняшнего дня изменится дата перечисления выплаты из средств материнского капитала. Начисление ежемесячной выплаты из средств мат-капитала на ребенка до 3 лет теперь будет производиться в единый день, 5 числа за предыдущий месяц. Первая выплата по новому графику состоится в июне. Выплата за май поступит 5 июня 2023 года, за июнь 5 июля и так далее. Прежде деньги приходили в 20-х числах месяца. Изменение графика произойдет автоматически, получателям обращаться в фонд не потребуется. В 8 филиалах централизированной библиотечной системы Якутска со 2 по 15 июня пройдет 3-й фестиваль финансовой грамотности для пенсионеров «Серебряная нить». В программе запланированы встречи с представителями банков, психологами и игры по финансовой грамотности. Пенсионерам также расскажут о том, как можно заработать на своем хобби и куда вложить сбережения. Жители Ленского района от 14 до 22 лет могут оформить Пушкинскую карту. В районной библиотеке появилась услуга, которая поможет школьникам и студентам в кратчайшие сроки получить карту с лимитом в 5000 рублей на посещение различных культурных мероприятий и учреждений, в том числе кинотеатров. Оформление карты много времени не занимает, сделать это можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. А если у кого-то возникают какие-либо проблемы, то можно прийти в библиотеку в секторе электронных услуг. В течение всего лишь нескольких минут помогут получить карту. Оформить пушкинскую карту можно в нашем городе в Центральной районной библиотеке. Необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС.
И если у вас не подтвержденная учетная запись, то необходимо будет подтвердить ее в онлайн-банке. Если не получается подтвердить в онлайн-банке, тогда можно подтвердить через многофункциональный центр «Мои документы». А уже с выпуском карты, с работой в приложении госуслуги «Культура» помогут в центральной библиотеке. Изделия из кожи и мамонтовой кости, якутские ножи, национальная одежда, даже букеты из клубники и колбас. Эту и другую продукцию представили на выставке ярмарки семьи, заключившие соцконтракт. Мероприятие проходит в рамках Года труда в торговых рядах «Кружала». По словам участников ярмарки, социальный контракт помог им открыть свое дело, а также заниматься малым бизнесом. И сейчас у них есть план еще больше развивать начатое. Тем временем в республике в этом году более 5000 семей заключат социальный контракт по 4 направлениям. Из них более 500 договоров подписали семьи в Якутске. В рамках Года труда и в преддверии Дня социального работника мы решили организовать выставку-ярмарку для того, чтобы показать людям, что есть такая программа «Социальные контракты», чтобы люди не боялись, да, и заключали с нами социальный контракт для развития своего индивидуального предпринимательства. Социальные контракты у нас работают по 4 направлениям. Это поиск работы, индивидуальное предпринимательство, развитие личного подсобного хозяйства и по выходу из трудной жизненной ситуации. Это «Утро Якутии». Продолжаем наш эфир, продолжаем встречать новый наступивший день, 1 июня, Международный день защиты детей, который сегодня также отмечается. И, к слову, большинство мероприятий в Якутске пройдет, праздничных пройдет в парке городском. И вот сейчас наш корреспондент Дмитрий Тымыров как раз-таки работает в парке вместе со специалистами детской точки кипения филиала Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, где для ранних посетителей городского парка проводят интерактив. Дмитрий, доброе утро. Расскажи, что происходит, что за интерактив. Доброе утро, уважаемые телезрители. Как вы видите, мы сейчас находимся на территории городского парка. И основные мероприятия, посвященные ко Дню защиты детей, будут проходить именно здесь и вообще в целом на территории городского парка. Это получается в стадионе Туймада. Там будет сегодня проходить фестиваль «Джой». А также на Комсомольской площади будут проходить различные мастер-классы от учреждений дополнительного образования и в целом системы образования и других крупных предприятий. Ну а как обещано, вот не зря я держу в руках шарики, мы сейчас будем проводить здесь наш обещанный интерактив вместе с филиалом Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Это детская библиотека, и представитель библиотеки это у нас Наталья Шелбагаева. Наталья, доброе утро. Передаю вам я микрофон, и, соответственно, мы начинаем наш интерактив, а я буду выступать в роли помощника. Доброе утро всем! Доброе утро, ребята! Сегодня у нас праздник, День защиты детей. Я вас поздравляю с этим праздником. И, конечно же, с началом нашего классного, теплого, жаркого якутского лета. И сегодня мы подготовили для вас маленький такой квиз юмористический, литературный. Я надеюсь, вы любите читать. И, может быть, кто-нибудь из вас был в нашей библиотеке? Ура! Наша библиотека находится в самом центре города, в IT-парке, на 3-м этаже, это проспект Ленина 1. Так что, ребята, те, кто не был, обязательно к нам приходите. И в руках у меня и у Дмитрия много шаров. Что мы будем делать с этими шарами, как вы думаете? Да, лопать и отвечать на вопросы. Итак, я даю тебе зелененький шар, тебе вот эти шарики, и давайте лопайте их по очереди. Опа! Опа! И смотрим, что у нас там. Давай начнем с тебя. Читай громко-громко. Вот это можешь отдать мне. Юмористический? Нет, не вот, вот это вот лучше. Кто из героев русской народной сказки был хлебобулочным изделием? Кто из героев русской народной сказки был хлебобулочным изделием? Давай ты представишься сначала и скажешь, откуда ты, из какой школы и как тебя зовут вообще.
Меня зовут Максимова Рай, я из Абыйского улуса, с села Сутороха, Урславской средней школы, ученица 10 класса. Супер, супер, ты на каникулы уже приехала. Да. Давай отгадывать, кто же был у нас герой русской народной сказки «Хлебобулочное изделие». Может быть, ребята знают? Поможете? Хлебобулочное изделие такое. Выпекалось оно, русская народная сказка. Оно такое колобок. Молодец, скажи громко. Колобок. Ура, молодец. И мы сразу вручаем тебе. У нас есть подарки сегодня. Ура! Мы вручаем тебе подарок сказки о солнце. Представься, пожалуйста, какая школа, как тебя зовут и сколько тебе лет? Меня зовут Кузьмина Аина, мне 9 лет, я из 17-й школы. Ура! 17-я школа. Супер. Дальше. Представься. Савинова Анисия, Ага. Какая школа? 17-я, Какой класс? 5-й. Ура! Ага, читаем. Назовите имя английской народной сказки, который построил дом, придерживаясь передовых методов, а его братья, напротив, работали по старинке и поэтому чуть не умерли. Да. И потеряли жизнь. Назови героя этой сказки. Кто построил дом вместе со своими братьями? Не знаю. По передовым методам он построил дом, а его братья чуть не лишились своей жизни. Ну-ка. Три поросенка. Да, молодец! Это было 3 поросенка. Наф-наф, отлично! И мы дарим тебе вот это вот сказки о солнце. Ты рада? Да. С 1 июня. Так, кто у нас лопнул еще? Никто у нас не лопнул. Ребятки, давайте, лопайте, как хотите, как можете. Ура! Так, так. Давайте возьмем вопросы. Давай один. Такой сказ. Представься, пожалуйста. Меня зовут Паша, 11 лет. Ой, да. 12. Да. О, супер. 5 класс, классическая гимназия. Городская классическая гимназия. Ага. Какой сказочный герой посеял деньги, думая, что вырастет денежное дерево и станет только снимать урожай? Да. Какой герой сказки посеял деньги и думал, что из него вырастет денежное дерево? Как звали этого героя? На букву Б. Молодец, Буратино. Представься, пожалуйста. Меня зовут Джулия, я из городской классической гимназии, мне 7 лет, я 1 класс закончила. Ой, какая молодец. Это правда Буратино. И мы тебе дарим вот такую сказку. Тоже держи, пожалуйста. И давай 2 вопрос сразу прочитаем. Кто из сказок героев очень любит поговорку «одна головка хорошо, а 2 лучше»? Да, кто из героев сказки любит поговорку «одна голова хорошо, а 2 лучше»? У кого было 2 головы? 2 головы. У кого было из сказок, из русских народных? Правильно, кто сказал? Я. Ура, скажи громко. Змей Горыныч. Да, абсолютно верно. И мы тоже дарим тебе нашу книжку. Ура! Так, ребята, кто еще у нас не читал вопрос? Ты, по-моему, не читала, да? Угу. Да, представься. Меня зовут Полина, я из школы городской классической гимназии, я заканчиваю 1 класс. 1 класс тоже, отлично, читаем громко. Какой герой другой французской сказки очень любил обувь и как его за это прозвали? Да, какой герой любил у нас обувь и как его за это прозвали? Да, почти. Кто это был? В сапогах. Кто у нас ходит? Кот в сапогах. Молодцы, ребята, молодцы, все отгадали. И мы дарим книжку. Все. Один. Ага. Ну все, ребята,
Хорошо, мы говорим спасибо Наталье за этот наш утренний интерактив, но мы еще далее будем включаться. Так что пока на этом у нас все. Слово передаем Паше. Дмитрий, спасибо. Ну вот такие уже развлечения. Интересный день начинается у детей с самого утра. Ну а мы продолжаем. У каждого ребенка есть мечта, но многие из нас в детстве, многие мечтали летать, подняться в небо, увидеть землю с высоты птичьего полета. Не у всех детские желания, к сожалению, исполняются, но если постараться, можно и во взрослом возрасте свои мечты превратить в хобби. Как это случилось у Александра Самарского, главы города Томмота. Он давно увлекается экстремальными видами спорта, в том числе и мотопарапланеризмом. С увлечениями людей познакомилась наша съемочная группа. Александр Самарский – профессиональный военный, спасатель. Полюбил небо, еще учась в военном училище, когда прыгал с парашютом. В 2008 году приобрел ранцевый летательный аппарат, научился им управлять и с тех пор, как только выдается хорошая погода и свободное время, любуется родным городом с высоты птичьего полета. Во-первых, разрядку отлично дает, психологическую разрядку. Во-вторых, это все равно всегда требует такой концентрации, да, вот вид спорта такой. Ну и вот это вот ощущение свободы, ощущение полета, адреналин, такой здоровый, чистый адреналин. Не только ради удовольствия. У Александра есть и спортивные достижения. 2 раза участвовал в соревнованиях в Иркутске и оба раза занимал призовые места. Главное условие для полетов – относительно безветренная погода. Топлива хватает на 2,5 часа полета, и за это время можно обследовать не только близлежащие окрестности. Можно, конечно, полететь куда-нибудь порыбачить, там можно зимней рыбалкой заняться, там на них есть лыжи, цепляются. Можно, конечно, там до 20 градусов, если нормальная амуниция. Можно спокойно летать. И зимой еще и лучше. Своим хобби Александр увлек и друга. Теперь они часто летают вместе. Однажды закончилось топливо и пришлось садиться с заглушенным мотором, рассказывает Иван. Острых ощущений хватает, и в этом тоже свой кайф, считают экстремалы. Конечно, переживаю, как любая женщина, переживаю. Но уже смирилась, потому что лишить человека неба – это лишить человека себя. Поэтому я считаю, что, как любая супруга, должна быть просто рядом присутствовать. Супруга увлечение мужа не просто поддерживает, но иногда даже и летает с ним. Недавно Александр приобрел для семьи 2-местный мотопаралет. И во время съемок на предложение полетать мы тоже с удовольствием согласились. И только в воздухе ощущаешь, насколько это увлекательный и завораживающий вид спорта. При этом умение балансировать, правильно рассчитать высоту полета, место посадки – все это требует у пилота опыта и сноровки. Это был первый опыт полета на открытом таком летательном аппарате, но мне как-то совершенно не было страшно, наверное, потому что пилот опытный. За Александром Сергеевичем как за каменной стеной. Во! У каждого помимо работы должно быть увлечение. И желательно на всю жизнь, считают наши герои. Тут я смотрю в Иркутске, там летают дедушки уже вот, по 78, по 82 года с бабушками, да, бабушка там где-то чай варит, винт прикручивает, да, вот это они все вместе. Хочу также потом в глубокой старости, чтобы мы с супругой летали. А пока полетами на мотопаралете томмотские спортсмены-экстремалы увлекают других и подают пример, как можно активно отдыхать, добавив в жизнь новых ощущений и адреналина. Туяра Филиппова, Ренат Нахиев, Томмот, Алданский район. Ну а понаблюдать за летающими людьми можно не только на свежем воздухе, в полях парапланеристов, а можно в цирке, где очень много акробатов. Как правило, кричат они всегда фразу какую-то, подавая условный сигнал своим коллегам. И вот такой именно вопрос и был в нашем розыгрыше. Разыгрывали мы вот такое замечательное пригласительное на цирковое представление «Веселая арена». Вопрос был, я напомню, какой условный знак подают артисты цирка во время выступления. И правильный ответ поступил, дала его нам Наталья Гермогенова. Действительно, ап. Но перед этим они еще прокрикивают, как правило, «Але, ап».
Перед этим был ответ «оп», но это уже лингвистическая такая заковырка, наверное, диалектическая, потому что когда циркачи произносят «але-ап», оно звучит так «але-ап» и как будто «оп». Поэтому правильный ответ все-таки «ап». Наталья, мы вас поздравляем, с вами свяжемся, становитесь обладателями вот пригласительного на цирковое представление, но это не единственный сегодня у нас розыгрыш, потому что также мы разыгрываем вот такое пригласительное на 2 персоны на замечательный Аланхоф Фест, который 21 июня состоится. В общем, такой фестиваль замечательный на свежем воздухе. И условия, как всегда, просты. Нужно подписаться на наш телеграм-канал «Утро Якутии» и дать правильный ответ на вопрос, который я сейчас озвучу и который будет дублироваться непосредственно в телеграме, где в комментариях будем ждать вашего ответа. И, внимание, вопрос. Памятник кому установлен на территории Парка культуры и отдыха в Якутске? Вот именно вот такой вопрос. Кому памятник на территории Парка культуры и отдыха в Якутске установлен. Кто даст правильный ответ первым, получает пригласительные на 2 персоны на Аланхоф Фест, который 21 июня состоится. Ну а впереди долгожданные выходные. Если вы еще не придумали, не запланировали, куда сходить, что делать, то мы вам предлагаем посмотреть нашу рубрику «Киноафиша». Возможно, среди предложенных фильмов будет тот самый вариант, который заставит вас ходить в кинотеатр. Представляем вам премьеры этой недели, которые стартуют 1 июня в кинотеатре «Лена». Ну, средний балл вообще был 3. В прокат выходит драма «Комната чудес», поставленная режиссером Лизой Азуэлос. Картина, в основе которой лежит одноименный бестселлер французского писателя Жюльена Сандреля, расскажет о матери, пытающейся вернуть к жизни сына. У главной героини фильма Тельмы есть все: успешная карьера, семья и любимый сын. Однажды мальчика случайно сбивает грузовой автомобиль, и ребенок оказывается в коме. Чувствуя, что есть шанс пробудить сына к жизни, Тельма решает исполнять все его мечты, записывая это на камеру. Теперь ей предстоит перейти с закрытыми глазами перекресток в Токио и сыграть в футбол с его любимой командой. Джон, талибы на подходе. Новый фильм Гая Ричи «Переводчик». Пожалуй, наиболее нетипичный фильм режиссера, известного в первую очередь своими криминальными комедиями. По сюжету сержант Джон Кинли попадает со своим взводом в Афганистане в засаду. Он бы не выжил там, если бы не местный переводчик Ахмед, который тащит на себе раненого Джона через полстраны на американскую базу. Но теперь Джон в безопасности в Америке, а вот Ахмеду приходится скрываться от мести талибов. По словам самого Гая Ричи, в основу сценария легли реальные истории переводчиков, сопровождавших американскую армию в Афганистане и рисковавших своей жизнью. Премьеру анимационной комедии «Маша и медведь» в кино «Скажите ой» создатели приурочили к Международному дню защиты детей. В новом мини-фильме впервые за много лет медведь покидает свой дом и оказывается в большом городе, где предстает в образе свадебного фотографа, а Маша становится его помощницей. Также впервые за всю историю проекта, помимо главной героини и ее кузины Даши, в мультфильме среди героев появятся люди. Люблю я свадебки! Нашумевшая «Русалочка» приплыла и в российские кинотеатры. Напомним, это ремейк культового мультфильма Дисней 1989 года. «Русалочка» рассказывает о подводной принцессе Ариэль, которая влюбляется в человека и идет на сделку с ведьмой Урсулой. Русалка получает ноги, но лишается своего прекрасного голоса. Главную роль в ремейке исполнила американская актриса Холли Бейли. Ты как-то поменялась, что ли? Не могу понять, в чем дело. У нее ноги, дурында! Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Доброе утро, коллеги. Продолжим новостным блоком. Россияне смогут отказаться от сбора и размещения их биометрических персональных данных в системе для идентификации или аутентификации, либо отозвать ранее предоставленный отказ.
Сделать это разрешено в МФЦ. Речь идет о ресурсе, который создан для идентификации или аутентификации физлиц государственными органами, органами местного самоуправления, ЦБ, банками, некредитными финансовыми организациями. После обращения посетителя в многофункциональный центр МФЦ в течение одного календарного дня должен направить оператору единой биометрической системе полученный отказ или отзыв отказа. Клещи покусали 30 человек в Якутии с начала сезона. По данным на 29 мая в регионе зарегистрировали 30 случаев укусов клещей. Один из них отказался носителем энцефалита. Так, в Ленском районе выявили 12 случаев, в том числе у 2 детей. В Алекминском – 5. Один у ребенка, по 4 случая в Алданском и Нерюнгринском районах. В Якутске и Мегано-Кангаласском районе по 2 случая. 1 случай в Татинском районе. Серопрофилактика противоклещевым иммуноглобулином проведена 20 укушенным, 2 ранее привитые. Наступила горячая пора для выпускников, их преподавателей и родителей. В 2023 году список обязательных предметов остался прежним. Русский язык и базовая математика. Однако для поступления в вуз учащимся необходимо сдать еще как минимум 2 предмета по выбору. В Горном районе единый государственный экзамен будут сдавать всего 152 выпускника. В единый экзаменов по русскому языку в 2 пунктах проведения всего задействовано 51 человек. Это руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты, общественные наблюдатели, прошедшие аттестацию. Работало 2 ППЭ. ППЭ 327 – это на базе Бердянской средней школы имени Афанасия Николаевича Осипова. И ППЭ номер 333 – это на базе Юртской средней общеобразовательной школы имени Савы Ивановича Тарасова. И кроме этого у нас работало 1 ППЭ на дому. Это 1 ребенок с ограниченными возможностями детей в селе Бескёль. Снести металлических дракончиков в центре города и перевести деревянных коров горпарка в другое место. Хотят мирнинцы. На встрече с представителями проектной группы «Ярус» в библиотеке жители рассказали, как именно хотят изменить внешний облик алмазной столицы. Люди желают видеть больше освещения на улицах, скейт- и воркаут-площадки, зону для пикников, фудкорт и амфитеатр в парке. А площадь Ленина оставить такой, какая она есть. Проектировщики реализуют идеи горожан на бумаге и отправят на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений, чтобы получить финансирование и воплотить задуманное в реальность. Для того, чтобы проект, который потом будет реализован, соответствовал желаниям населения, мы обязаны услышать предложения, найти через эти предложения минусы, которые сейчас существуют на территории, найти ключевые акценты, которые мы будем средствами архитектуры, приемами архитектуры воплощать в общественной территории. В конце июля в Якутске пройдет отборочный турнир игры ГТО. Победители получат путевку в финал главных соревнований Восточного экономического форума во Владивостоке. Заявки на участие в отборочных турнирах принимаются уже с 26 мая. Запись, информация о месте и времени проведения на сайте. В испытаниях могут участвовать любители и профессионалы старше 18 лет. Для школьников от 14 до 17 лет также организован специальный отбор. По итогам отборочных соревнований сформируют 11 команд от каждого региона Дальнего Востока, состоящих из 3 мужчин и 3 женщин. Это были все новости к этому часу. До новых встреч! Это утро Якутии. Мы продолжаем, встречаем День защиты детей, который сегодня отмечается международный праздник, 1 июня, четверг на календаре, если вы вдруг не знали. Близится приближение 8 часов утра, самое такое вот начало дня, как правило, и, возможно, именно сейчас многие люди начинают завтракать, думать, чем бы перекусить таким, чтобы хватило энергии, ну, как минимум, на первую половину дня. В этом случае всегда на помощь приходят яйца, например, потому что они питательны, очень много белка, да и в принципе достаточно такой диетический продукт, а если желток из него убрать, то так чистый белок, да и только. Ну, к слову, завтра, наверное, даже мы расскажем, что можно приготовить именно из яиц, потому что вариантов-то на самом деле приготовления яиц огромное множество, и шакшука, и какая-то болтунья, глазунья и так далее, перечислять можно очень долго. И для этого всего отлично подходят яйца якутской птицефабрики, которая с 1969 года свою продукцию реализует. Сегодня огромное количество магазинов в сети
якутской птицефабрики. Поэтому, если думаете, где же яиц-то взять хороших, качественных, пожалуйста, якутская птицефабрика всегда придет на выручку. Ну, а мы продолжаем. Говорят, все дети талантливые. Главное вовремя это разглядеть и направить в нужное русло. Ребята, занятые в новом спектакле Народного театра при Уснерском доме культуры, похоже, нашли себя. Так, естественно, чувствуют себя на сцене, фантазируют и спорят, радуются и возмущаются словом. Живут жизнью своего героя. Так я вам сразу и сказал. Тайну могу доверять только... Уснерскому народному театру при Доме культуры «Металлург» уже более полвека. Здесь играют самодеятельные артисты, работники разных профессий, от управленца до уборщицы. Иногда в массовке можно увидеть подростков. Но спектакль «Охота на дракона» по одноименной пьесе Валентина Красногорова – это своего рода проба постановки полноценного детского спектакля. Здесь главные актеры – дети. Я играла роль Лёльки. У меня было очень много слов, но надо было просто учить, много репетиций было. С большим текстом я первый раз выступаю. Раньше были маленькие спектакли, но теперь очень большой. Я очень волновалась. Спектакль о том, как группа ребят, отдыхающих летом на даче, решают поймать в местном озере дракона, подобного лохнесскому чудовищу. И, столкнувшись с браконьерами, не отступают и побеждают зло. Старшего из ребят, Валерку, играет восьмиклассник Володя Берулава. Роль ему нравится. Ну, я играл роль Валерки, так, можно сказать, главного героя, вруна. Так больше сочиняет он там, все такое. А в жизни ты врешь? В жизни нет. Ну, бывают моменты, да. Так, не сильно. Тебе комфортно было на сцене с ребятами? Ну да, все так было классно, клево, так. Ну как, много буря эмоций было. Ну, тут как время лишнее, как проводишь здесь. Тренируешься, там, репетиции всякие проходят. Прикольно. Наталья Болотова играет в театре 3 года и может по достоинству оценить игру юных артистов. Ну, довольно-таки легко. Ребята молодцы. Вначале, конечно, они несерьезно отнеслись, но затем они взяли себя в руки, выучили текст и, в принципе, молодцы, справлялись и с ролью, и с интонацией, и с жестами, ну и со всеми действиями. Я думаю, они справились хорошо. Смена растет нам настоящее, поэтому я не переживаю за наш народный театр. С премьерой вас, ребята! Новых спектаклей, новых ролей. И пусть зрительный зал будет полон. Очень понравился сегодняшний спектакль. Прям с удовольствием посмотрела, как играют детки. У нас растет поколение, которое будет, мы надеемся, будут играть на больших сценах нашей страны. А откуда он у тебя? Нашла на том месте, где-то наш клуб. Видно, очень торопился.
Международный день защиты детей. Сегодня мы отмечаем, и у нас сегодня очень много, целых 2 розыгрыша было на замечательное мероприятие. И пришло время подвести итоги нашего 2-го розыгрыша. Разыгрывали мы вот такое пригласительное на 2 персоны на Аланхов Фест, который 21 июня состоится. И вопрос был следующий. Памятник кому установлен на территории парка культуры и отдыха города Якутска? И правильный ответ — это, конечно же, памятник Калинину Михаилу Ивановичу. Это советский, российский революционер, советский государственный и партийный деятель. И первым на этот вопрос ответил пользователь, написав инициалы, тем не менее правильно, Калинин М.И. А ответил на этот вопрос Михаил Иванов. Про Михаила Ивановича ответил Михаил Иванов. Совпадение? Скорее всего, да. Тем не менее, Михаил побеждает. Мы с вами свяжемся и расскажем, как забрать вот это пригласительное на 2 персоны на Аланхов Фест, который, напомню, 21 июня состоится на 46-м километре Вилюйского тракта. Отличная возможность, интересно провести время, да еще и на свежем воздухе. А мы продолжаем наш праздничный выпуск, посвященный Международному дню защиты детей. И многие, наверное, интересуются, а куда же делась моя коллега Катерина Винокурова. А Катерина Винокурова сегодня с самого утра находится так же, как и наш коллега Дмитрий Тымыров, в городском парке, где сегодня наибольшее количество мероприятий, посвященных празднику, состоится, пройдут. И вот, Катерина, доброе утро. Расскажи, чего еще ожидать посетителям парка сегодня? Паша, доброе утро. Приветствую всех наших ранних телезрителей, особенно самых маленьких, самых юных телезрителей. Поздравляю с Международным днем защиты детей. И, конечно же, какой же праздник, детский праздник без парка культуры и отдыха, где мы, собственно, и находимся. А находимся на самом высоком сооружении, на самом высоком аттракционе, который любят как взрослые, так и дети. Это, конечно же, колесо обозрения. Сегодня мы поговорим о нем более подробно, и я уверена, что многих фактов о нем вы еще не знаете. И, конечно, поможет нам в этом инженер-механик, как самый такой ответственный человек, да, это Егор Васильевич Макаров. Егор Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, с чего начинается ваш рабочий день? Мой рабочий день начинается с обходов аттракционов. Каждый день проверяется техническое состояние аттракционов. Вот так начинается мой рабочий день. С самого утра, да? Ага, вообще, как идет проверка, сколько она длится, что конкретно вы проверяете? Каждую кабинку, каждый механизм, как? Сначала колесо запускается в холостую, допустим, вот колесо обозрения. Вот проверяется все 12 кабин, проверяются узлы подвеса кабин, двери, замки, посадочная платформа, ограждение, проверяется система управления колеса обозрения, вот. И также мотор и редуктор, и вот приводное колесо. Вот. И само, конечно, металлоконструкция колеса визуально. Но, насколько я знаю, это колесо было построено, да, оно же новое в 2018 году, да, и все мы помним, молодежь 90-х, 2000-х, наше старое колесо, да, кстати, наши телезрители тут катаются уже, радуются, настроение. В 2018 году было построено колесо, в чем отличие от старого? От старого колеса обозрения отличие по дизайну, по высоте. Высота нового колеса 40 метров. Старое колесо, как вы помните, было 27 метров. И, такая разница. Да. Ага. И, допустим, новое колесо имеет 12 закрытых кабин, 6 полуоткрытых кабин. В каждой из закрытых кабинах имеется кондиционер и отопители. Вот. А старое колесо обозрения имело 20 кабин и 4 посадочных места, а в новом колесе 18 кабин и по 6 посадочных мест. Общее максимальное количество посетителей 108. Вот вы сказали, некоторые кабинки оснащены кондиционерами, другие отеплителями, да? Ага. А при скольких градусах ранней весной можно начать кататься и до каких холодов, да, после летнего периода? Производитель заявляет от минус 30 до плюс 40 градусов можно эксплуатировать колесо. А старое колесо от минус 10 до плюс 40 было. Интересно, сколько вообще за день, за обычный летний день, в жаркий день делает колесо, да, кругов в целом, в среднем? В среднем
примерно где-то 120 кругов делает колесо. Вот так. Егор Васильевич, спасибо большое. Мы, конечно, тоже очень хотим прокатиться, да. Я рада представить нам директора парка культуры и отдыха. Это Виктор Гаврилович Абутов. Виктор Гаврилович, доброе утро. Мы с вами ждем специально открытую кабинку, да, чтобы оператор наш уважаемый смог взять всю красоту с птичьего полета, да, показать шикарный красивый город, как он просыпается, сколько людей, сколько жителей выходят на улицы, да. Виктор Гаврилович, вообще в каждом городе, в каждой стране есть свое колесо обозрения, да. Оно самое высокое. Вообще вот когда вы стали директором, вот какие у вас первые планы, первые задачи стояли в преимуществе? Ну, надо сказать, что колесо обозрения является визитной карточкой не только парков, но и целых городов. Это есть... Как и у нас, да? Да, как и у нас. Так. Ну, к моменту назначения меня директором, я работал тут уже 4 года в должности заведующего аттракционом, поэтому я все проблемы, все больные точки знал, конечно же, изнутри. Поэтому... свою задачу в должности директора я вижу именно в реализации и решении этих проблем. Ага. Сейчас мы с вами вот как раз нашли открытую кабинку и садимся, да? Ага. Продолжим наш разговор здесь. Ага. Так, остановились на ваших задачах. Ага. На сегодняшний день, получается, мы уже начали поэтапно начинаем реновацию парка культуры и отдыха. То есть уже мы внедряем дизайн-код, единый дизайн-код, работаем над внедрением. Буквально вчера мы запустили новую платежно-пропускную систему, которая сделает сервис более удобным для посетителей, да, облегчит. Появится масса новых возможностей, в том числе и онлайн-пополнение карточек для катания на наших аттракционах. Это какие-то вот бонусы, что-то еще будет, да, для родителей? Да, это бонусы, это система лояльности, разные программы, очень много всего будет. Это... Да, очень облегчает, очень удобно, да? Да, обязательно надо подчеркнуть то, что у нас будет возможность пополнять это карточки онлайн и ввести там приложение единый лицевой счет на одну семью. Ну, в общем, плюсов будет много. Достаточно. Ага. И мы надеемся, что это действительно людям даст хорошие позитивные эмоции. Да, очень хорошая новость. А вообще, сколько парк культуры и отдыха насчитывает карусели? Вот интересно узнать. Наверное, никто не ходил, не считал. Вы, как никто другой, знаете. Да, в нашем парке сегодня у нас действует 46 аттракционов и развлекательных услуг. Из них 28 муниципальных, а остальное частные. Самые популярные среди населения, среди гостей, среди жителей нашей столицы? Это, безусловно, колесо обозрения. Ну и большим спросом у нас пользуются семейные аттракционы, где родитель может со своим ребенком покататься вместе. Ну и, конечно, очень интересно, лето наступило, чего нам ждать, да, каких-то открытий новых каруселей, каких-то зон, вот что планируете, что, чем порадуете население? Как я уже говорил, мы начали работать над дизайн-кодом, над внедрением дизайн-кода, это будет уже эстетически красивый вид, работаем над этим. Будут новые объекты, в том числе вот сейчас вот на данный момент строится круглогодичный досуговый объект, где будет аэротруба, ну и стена для скалолазания. То есть это у нас новый вид услуг, и мы надеемся, очень надеемся, что он очень понравится
А вот мы как раз видим, да, сейчас оператор может взять, в около Триумфа идет стройка как раз вот этого аэрообъекта, да? Ага, то есть в ближайшее время уже мы можем лицезреть, наслаждаться, да, этим объектом. Он будет круглогодичный. Он будет круглогодичный, там будет возможность полетать. Такого у нас действительно нет, и можно по России насчитать уже буквально на пальцах такие объекты. Ага, ну давайте вспомним наше детство, да, вы наверняка в детстве любили ходить тоже в парк, как и любой ребенок, да, что первым делом любили делать, на чем кататься, так поностальгировать. Вот, если поностальгировать, да, это действительно я житель, скажем так, ближайшего района, поэтому для нас это был праздник приехать в город, приехать в парк, покататься на аттракционах. Я с детства очень люблю экстремальные аттракционы. Это у нас люблю скорость, люблю такие эмоции, поэтому мне всегда нравятся экстремальные аттракционы. Да, если вот вспомнить, да, даже из моего детства, я помню вот эти вот еще старые карусели, веселые горки, сюрприз, вот старое колесо обозрения, вот как вспомнишь, такая ностальгия, да? Согласен. У всех у нас было детство, и это, скажем так. А сейчас катаетесь, помимо сегодняшнего утра? Ну, скажем так, у нас есть уникальная возможность. Я уже тут больше 5 лет могу кататься. В первую очередь мы ежегодно, когда открываемся, мы проводим обязательно испытания, обязательно тестируем. Ну и у нас есть уникальный шанс прокатиться первыми на аттракционах, поэтому обязательно. Ну и вообще в любое время, наверное, да? Ну, как, если время располагает, конечно. Виктор Гаврилович, спасибо вам огромное за то, что проснулись вместе с нами в этот праздничный день, в это праздничное утро. Спасибо вам большое за работу. Я думаю, что парк действительно процветает, да, расцветает с каждым разом, с каждым сезоном. Пусть как можно больше улыбок детских будет в нашем любимом парке. Спасибо вам большое. Вас тоже с праздником, потому что все мы когда-то были детьми, да? Спасибо большое. Паша, я передаю тебе слово. Спасибо, Катя, не только за интересную беседу, не только за то, что мы узнали многое про новое про парк и про его будущее, но и, в принципе, со всеми телезрителями нашими смогли на половине колеса обозрения проехаться. Не каждый день такое бывает. Можно сказать, это был самый массовый заезд на колесе обозрения. Ну, на этом наш эфир праздничный немножечко такой, да, он подходит к концу. Напоминаю, сегодня Международный день защиты детей, поэтому, в первую очередь, конечно же, поздравляю детей школьников с началом долгих летних долгожданных каникул. Пускай они будут запоминающиеся, яркие и наполнены только улыбкой. Ну и, конечно же, взрослых хочется с этим поздравить всех тех, кто связан с работой с детьми. И в том числе это родители, конечно, бабушки, дедушки, опекуны, дяди, тети, конечно же, работники социальных учреждений, педиатры, прочие врачи, а также учителя и все. Ну, желаю вам, конечно же, не сворачивать своего профессионального пути и делать все возможное, чтобы подрастающее поколение выросло достойными людьми, которые любят свою родину, как малую, так и большую, и готовы и хотят, конечно же, работать на благо ее развития. Завтра мы снова с вами увидимся в этой же студии, а сегодня вам хорошего дня, праздника отличного, ну и, конечно же, с наступившим вас летом.